Первоначально татары – это группа восточно-монгольских племен. По мере развития торговли и континентальных коммуникаций понятие татары стало известно в Китае и в мусульманских странах как обозначение всех народов, которые живут в Центральной Азии. И когда Чингисхан начал свои завоевания, окрестные народы передавали друг другу, что он возглавляет войска татар. Это было в их устах синонимом монголов. Когда Чингисхан, вернее, его полководцы, позднее его внуки, повели монгольские войска на запад, местным жителям, конечно, быстро стало известно имя завоевателей – монголы. Но они продолжали называть их татарами, то есть так, как привыкли называть всех жителей Центральной Азии еще за сотни лет до того. Спасаясь от монгольского нашествия, кипчаки, половцы, хлынули на Русь и на Западную Европу. Они разносили повсюду весть об этом страшном народе, появившемся с Востока. А так как кипчаки называли этих пришельцев татарами, то и все прочие народы стали называть их так. И поэтому ни в русских летописях, ни в европейских анналах мы не найдем слова «монголы». Монгольские войска повсеместно именовались татарами. Развитие Золотой Орды или Джучиева улуса закончилось слишком рано, чтобы его кочевое население смогло обрести или осознать какое-то общее наименование для всех степных подданных. Настоящей крепостью в средние века был эль, то есть племя. И при знакомстве люди всегда узнавали, из какого племени встречный человек. Поэтому главным для жителя Золотой Орды была принадлежность к кунгратам, кипчакам, мангытам и так далее. Общего наименования, скорее всего, не сложилось в Золотой Орде. Хотя позднее, для удобства исследования и по традиции, это население стали называть татарами. Но вряд ли в те времена оно было общим наименованием для жителей Золотой Орды. Когда ученые стали исследовать, кто же завоевал половцев и Русь в XIII веке, монголы или татары, выяснилось, что Чингисхан и его полководцы водили в походы монголов, а татар, основную массу татар в Восточной Монголии, Чингисхан истребил еще в начале XIII века. Но поскольку во всех наших летописях этот народ называется татарами, то к нему стали применять это имя. Выяснилось, что Русь и половцев завоевали монголы. Как примирить эти два понятия? Около 1830 года петербургский историк Наумов придумал словосочетание «монголо-татары». Оно означает «монголы, называемые татарами». Это совершенно искусственное образование. Иногда говорят татаро-монголы. И с этих пор по книгам кочует это объединенное название. Как единственное обозначение народа, главное обозначение, слово «татар» применяется к средневолжским тюркам, очевидно, не позже... Вернее, не раньше конца XIX века, когда татарские просветители, Фахруддин, Марджани и другие разрабатывали концепцию национального развития своего народа. И они именно настаивали на применении слова «татар» к своим, так сказать, соотечественникам. Так.